Участники круглого стола точно знают, что от воспитания сегодняшней молодежи зависит будущее целых народов и последующих поколений. Терроризм как рак стремительно поглощает Восток и пытается подобраться к регионам Кавказа, вербуя молодежь в свои ряды. Но неокрепшие умы всячески пытаются защитить как органы власти, так и представители общественных организаций. Сегодняшнее мероприятие не первое и не последнее в целом ряду. Проводится оно в рамках проекта противодействия насилию и экстремизму среди молодежи, который называется «Вместе», и реализуется в 4 республиках Северного Кавказа – Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Сегодняшний круглый стол посвящен проблемам совместной деятельности органов государственной власти и институтов гражданского общества именно по проблеме противодействия по распространению идеологии экстремизма, радикализма в молодежной среде. Общественный фонд «Генезис» уже 4-й год реализует проект «Вместе», который призван вести бой с вербовщиками и агитаторами, призывающими участвовать в чужой войне. Молодые люди в силу максимализма, начитавшись различных комиксов и романов, думают, что война такая же, как и в фантастических фильмах. Но уже оказавшись в таком фильме, понимают, что совершили серьезную ошибку. Не допустить выбора кривой дороги – первая цель проекта. Мы не изолированно существуем, мы живем в этом обществе. Наши знакомые, какие-то близкие, дальняя родня, ближняя родня так или иначе испытывают на себе влияние этого явления, безусловно, бич сегодняшнего дня. И нас это волнует, как и всех остальных жителей Северного Кавказа, да и России в целом. Поэтому, имея тот опыт, который у нас есть, мы посчитали, что у нас есть возможность какой-то свой вклад в это внести. Для каждого региона проблемы терроризма разные, как и методы борьбы с ним. Например, представители Дагестана главным своим препятствием в борьбе с экстремизмом считают интернет. Бороться с вербовщиками можно, считают собравшиеся, объединив усилия субъектов СКФО. Сделать это намного проще. Ключ успеха как раз в этом и заключается. Если мы объединимся и взаимодействие, я думаю, что если не ликвидирует полностью, терроризм здесь, в нашей республике, то хотя бы минимизирует. Основной упор, на наш взгляд, должна строиться именно на медиапродукте. Создание медиапродукта. Мы знаем, как с Востока, с этих террористических группировок это к нам идет, и как они работают в этом направлении. Поэтому мы сегодня сюда показать коллегам привезли 2 ролика нашего производства, которые мы снимали в Дагестане, и антитеррористического характера. В Чеченской республике борьбе с этими напастями, а теперь и профилактике уделяется особое внимание. Если раньше принимались жесткие и агрессивные меры по искоренению этих проблем, то теперь все силы брошены на профилактику, чтобы искоренить все задатки терроризма и экстремизма. Масштабные мероприятия, они в первую очередь помогают сплотить нашу молодежь. И, как мы знаем, молодежь не только наших 2 братских республик, но и молодежь всего Северного Кавказа, она очень умная. Молодежь, которая занимается общественной деятельностью, профилактикой экстремизма, разными социальными вопросами в регионах, они могут совместно уже выработать свои какие-то предложения, свои замечания. У терроризма нет религии и нет национальности. Такая беда может прийти в любой дом. Главное не позволить проблеме 21 века поглотить разум ребенка и испортить жизнь себе и другим. Мария Мистоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.